Идея совершить веломарафон у Дениса возникла около полугода назад. Обдумав пару дней, он выложил свои мысли на страничке в соцсети. Друзья подхватили идею моментально. Большинство было против. Не прислушавшись к их мнению, Денис начал тренировки. Сначала на велотренажере по полчаса в день. На большее не хватало дыхания и сил. Спустя 5 месяцев он уже мог ездить по много часов кряду. Назвать, что вот прямо я с головой ушел в подготовку и вообще выпал из социума, там, исчез из каких-то из своей личной жизни, из работы, из каких-то обязанностей. Нет, я так не скажу, я пытался все это совместить. У меня не было тренера, у меня не было знаний, и все делал экспромтом, разбирался, узнавал какие-то моменты, в основном на своем опыте, что лучше делать, что не стоит делать. И вот последние 5 месяцев, может быть, и можно назвать меня велосипедистом-любителем, но, опять же, я очень далек от людей, которые всю жизнь посвятили велоспорту. Своим достижением Денис Саманба доволен. Хотя бы потому, что он, непрофессиональный спортсмен, сумел за 6,5 дней доехать на велосипеде до Москвы. Дорога была сложная. Была травма колена, которая давала о себе знать с каждым нажатием на педаль велосипеда. Также была невыносимая жара, которая отнимала много сил. А еще врожденная травма сердца, которая на определенном отрезке пути привела Дениса в больницу. Вот в какой-то момент начало болеть сердце, мы остановились, значит, в больнице, обследовали, говорим, что вы скажете вот, в контексте того, что у меня там вот это заболевание, там с детства врожденное, пролапс митрального клапана. И врач с улыбкой такая говорит, а они под кондиционером, там ад на улице, просто жуткая жара, и она говорит, если вы сюда приехали, а это где-то половина была расстояния, если вы сюда приехали, вообще о чем вы говорите? Да тут здоровый человек свалится. Если вы сюда доехали, то вы доедете до Москвы вообще без проблем. Едьте и ни о чем не думайте. Информационную поддержку проекту оказало агентство «Спутник Абхазии». По словам его руководителя Инала Лазба, этот веломарафон – пример того, как спорт может быть полезен, как на самом деле важен и как он отвлекает молодежь от всего негативного. Прошлый месяц поистине в Абхазии можно назвать большой спортивной победой. Его начало – это вообще спортивное большое безумие, наверное. Мы продолжаем работать в этом тренде, продолжаем поддерживать спорт. И приятно в этом ключе видеть, что практически каждый месяц, наверное, на спортивной арене Олимпии Абхазии появляются новые звезды. Пришло, наверное, то время, когда Абхазия может наконец показать всю палитру своих спортивных талантов. У Дениса Саманба много самых разных спортивных идей. В ближайшее время он вместе с друзьями планирует принять участие в серьезном спортивном мероприятии. В каком именно, пока еще секрет, раскрыть который Денис обещал позже. И в первую очередь своему информационному партнеру «Спутник Абхазии». Нисфа Аршба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.